В указе о развитии единой системы образования Республики Саха-Якутия до 2030 года Айсен Николаев определил основные направления развития образования. Январское совещание этого года как раз направлено на то, чтобы специалисты всех направлений общими усилиями разработали определенные стратегии, чтобы воплотить их в жизнь. Очень важно сейчас перестраивать систему, меняя не только подходы и методы, но, на самом деле говоря, и смыслы, и мышление. Нам надо всем работать так, чтобы система образования не только отвечала текущим запросам нашего общества, а была реальным двигателем экономического роста и цивилизационного развития. На январское совещание были приглашены эксперты из других регионов страны. Они поделились с местными специалистами своими методами и разработками. Также они отметили, что местные проекты прогрессивные и разносторонние. Я была очень удивлена тем, что люди-профессионалы занимаются именно сферой образования, занимаются вопросами питания. Я есть тот, что я ем. Но вопросы питания здесь настолько качественно поставлены, настолько очень, знаете, остро стоят вопросы. Вообще все направления, которые на сегодняшний день рассматриваются в Якутии, действительно являются трендовыми. Одной из важнейших целей сферы образования – поспособствовать раскрытию потенциала и талантов у детей. На территории как страны, так и республики действует несколько мер поддержки в части образования. Мы рады, что наряду с теми проектами, которые реализуются на федеральном уровне, национальные проекты, есть большая поддержка на региональном уровне. Это и получение первых профессий, это и поддержка детей из многодетных семей, которые поступают в учреждения среднего профессионального образования. Январское совещание также позволило многим школьникам рассказать о своих проектах. На специальной выставке были представлены различные наработки во многих сферах, от искусства до природоохранной деятельности. На нашей Якутии расположено огромное количество разных водоемов. Человек не может попросту взять и изучить каждое по отдельности. И поэтому мы на данном этапе развития выбрали наиболее оптимальный вариант изучения. То есть это спектроскопия в органическом веществе, растворенной в воде как раз таки, которая может говорить о наличии разных веществ или опасностей. В последние годы проведена немалая работа в сфере образования. Из наиболее значимых результатов можно отметить развитие системы непрерывного повышения профмастерства педагогов, цифровизацию образовательных учреждений, создание Малой академии наук, Центра международного уровня, а также внедрение новых практик в обучении. Марина Захарова, Григорий Хлопков, Якутск.